Европалар нәрсе өз тарихында изгат қалдырса шоңар түгіл. Нәрсәлі бүгінде тамақ дедірсе, шоңар тұтын алар. Түгіл әрін ешістер. Hatta bütün milletler şu aşırı meşgul edildi. Bu göz alındı. Sadet, senin kartolada sede değil, işkilsiz kişi kurdu. Men özümde Qozonga kelmas burun, G'oziz Haqiy boshli ishlamaygan degan qiziq bir shu kali fikrda edim. Lekin Qozonga kelgach borliq millat sharni ko'rib hallarini angladim. Maqaddasi qizg'anishga qarshi ular mening qulog'ima sening shirinlaring qolib o'tdi. Falan haqqingni sotqansan biz falan bergan bo'lar edik. Ve hoş ko'zli so'zlariga meni misqilay boshladilar. Kelashakni tamin etarkan falan deb lag'ladilar. Nima? Her vakit millet ve millet şuruklanıp anlamda duran şagirge tabii elege sözler dahili kurnavi Yeni işlemalarda kileşekleri her minutum bütün dünya bahsine duran Hazırgım şulay mağnali bolğanda mena kileşekni uylap haram edi Alarның şol kileşekleri benim motor dakikalerimden de mütereddif olsa olur idi Lakin alar mena tanışlık vermediler Sen bu yazanını bizge bir. Falan noşir sana az bergen, o vicdansız. Alar mena 4 yıl boyuna kişişe turup, kişişe kiyinip, tağı 50 neselerini lamırda kılar. Şular meni tamam kesittiler. İstediler. Şalava peyda oldu. Başım işlemi. Hisiyetim topaslandı. Bittim zaten. Havada çıkan kuşlar şakır şakirede atıp düşürdüler. Bu arada şu özgürlükler, yanılıklar, bütün kişilerde de şulaydır indi. Әлеге вербатин буенча да бик күп уйлануулар, эзләнүләр бара. Минем күңелдә дә, инде барыбызның күңелендә дә шулайдыр дип уйлыйм инде. Менә бүген мин сиңа беләсеңме, менә 40 ел стажлы укытучы белән булган әңгәмәмне язам. Ул гомер буе башлангычларда белем биргән, яшь вакытында инде авылда эшләгән, кияүгә чыккач инде шәһәр мәктәбенә килеп эшли башлаган.
Менә бүгенге көндә аның татар теленә булган мөнәсәбәте бик тәрнүле, сагышлы. Хәтта миңа сөйләгәндә дә ул Илвина минем бу хакта бик сөйләшәсем дә килми дип әйткән иде. Менә шуңа да карамастан, мин аның бер эчкерсез вакытында эләктереп алдым инде. Һәм менә үземнең күңелемдә булганны сиңа язам, сиңа сөйлим ягъни. Менә ул әйтә, минем быел чыгарган классым ди, татар телен күпкә яхшырак белә иде. Ә менә быел 1нче класска килүчеләр исә татар телен белүдә уксыйлар ди. Һәм ул әлеге белмәүлекне иң беренче чиратта ата-аналар белән бәйли. Ата-аналар, димәк, гаиләдә татарча үз туган телләрендә сөйләшмиләр ди ул. Һәм инде минем дә хәзер телгә гайрәтем чигәди. Безнең дәүләттә ди ул шул ук министерствога барсаң да мин татарча сөйләшә башлауга күзләре шар кебек ачып карый башлыйлар ди. Ә безгә мәктәпләргә инде ягъни министр татар теленең ничек кулланылуын, үз туган телебездә ничек сөйләшүебезне тикшереп йөрде. Ә аттестация үтәргә министерствога баргач, әлеге укытучы үзе хакында хәтта татар телендә дә сөйләй алмаган. Шул көннән соң мин әйттем ди инде, бу укытучы әйтә. Булды, димәк мин дә бүгенге көннән соң укучыларым белән русча сөйләшәчәкмен, татарча сөйләшмәячәкмен дип әйтте инде ул. Әйттем ди. Бер кызган вакытта шулай дисең бит инде ул. Нәрсә әйтәсем килә? Безнең бүгенге көндә менә әле мин үземне дә шәхсән әйтәм инде. Безнең җаныбыз тәртип радиосы өчен янып йөри. Хәтта менә әлеге радио мисалында да Нәфис апайым татар телендә чыгучы менә шул кадәр халыкчан татар милли җанлы радио бүгенге көндә авыр хәлдә. Менә ул 93.5 FM ешлыгында эшләүдән туктаган көнне син белсәң ничек йөрәкләрнең әрнүен. Бүгенге көндә мәктәпләрдә, балалар бакчаларында татар группалары бар. Ләкин бит татар теленә генә күнеккән бала да киләчәктә рус телен камил дәрәҗәдә белмәү проблемасы белән очрашачак. Чөнки ул үзенең тормышын нинди генә профессия белән бәйләсә дә, бөтен мәсьәләләр, бөтен сораулар рус телендә хәл ителә. Менә мин хәтта үземнән дә чыгып әйтә алам. Мин авылда татар мәктәбендә укыдым. Безнең бөтен нәрсә татар телендә булды, бөтен нәрсә татар телендә барды. Ә менә инде мәктәпне бетереп, көллияткә киткәч, мин рус телен камил дәрәҗәдә белмәү проблемасы белән очраштым. Чөнки бөтен нәрсә рус телендә булды, бөтен нәрсә рус телендә аңлатылды. Дөресен генә әйткәндә, миңа бик кыен булды ул чагында. Шуңа күрә әгәрдә әти-әни баласына рус телен күбрәк кирәк дип саный икән, миңа калсаларны гаепләргә кирәкми. Чөнки дөресе шул. Тагы нәрсә әйтә аламмы? Тагы шуны да әйтә алам. Әгәрдә татар теленең куллану өлкәләре дә күбәя икән, аның әһәмияте дә зурайачак. Менә шул. У нас есть татарский министр.
Ну, переводим слова, там всякие. Ну, я же в русской группе, поэтому а в татарской там сложнее. Я, конечно, знаю, но мне же надо вот слова вот эти вспоминать, там вот некоторые, и потом вот это говорить. А так я в русской группе, я отличница. Не перейду в татарскую. Нет, я там троечницы буду, мне и так нормально. Если пациенты татары придут, ну, не знаю, тебя позову. А так я им могу сказать. Химитигес, хитигес мононели. Это все, что я могу им сказать. А если серьезно, конечно, то, ну, то и позову того, кто знает, и все, без проблем. Мне кажется, может. Ну, с мамой, нет, с мамой на татарском не разговариваю. Ну, она, конечно, когда разговаривает, говорит там всякие слова на татарском, я понимаю, но не отвечаю. Ну, зачем? Нам и так нормально, мы понимаем друг друга, и все. Ну, не учу, потому что лень, да неохота. Да и не надо мне это, по сути. Ну, в принципе, татарский нужен, да. Ну, прикольный. Ну, я вот в колледже, допустим, стою на лестнице, там, на татарском что-нибудь говорю, а многие проходят так и не понимают. Я такая, ну, это же круто. Ну, давай мы тоже на татарском разговаривать. Даже знаю, ты чё? Что? Давай на русском лучше дальше. Ну, сына как назовут? В смысле, на татарском или на русском? Ну, вообще, я, конечно, думала Виталик. Ну, если на русском. А так, на татарском? На татарском. Ну, например, скажи мне что-нибудь. Асылгерей? Это как Ачиговыз, что ли, получается? Это я буду ребенка так называть, что ли, типа Ачиговыз килеремон, да, что ли? Серьезно? Смешно, да. Ну, знаешь, конечно, да. Татарский нужен. Ну, он, конечно, исчезнуть может, потому что, как бы, татарки женятся на русских, русские женятся на татарах, там они детей не учат, там, я не знаю. Вот, ну, ты меня поняла, в общем. Вот. Татарский. Эдебиет. У нас в школе был такой предмет, как эдебиет. Я не знаю, нет. Ну, Тукай? Ну, Габдулла Тукай, ну, конечно, знаю, что дура, что ли? Это же это же он написал вот это. Блин, постоянно забываю, ну, вот это. Как его? Ну, вот еще песни есть. Вот. И туганте, риматурте, эткеменке, ментеле, дуньяда, подожди, дуньяда, нерсебеле. Ну вот, это же он написал, правильно? Значит, я знаю другие стихи. Другие стихи нет, я не помню. Ну, если бы в школе училась, наверное, помнила. А так нет. Да и зачем? Татарский язык в школе? Татарский язык в школе? Ну, ты помнишь, ты, наверное, тоже помнишь, что там, я помню, этот розовый кабинет такой, там розовый обои был, и постоянно, и там почему-то постоянно пахло дошираком, я не знаю почему. Это у меня ассоциации поэтому. И, ну, это единственное, что я помню из татарского в школе. За что беспокоились наши предки, как бы они переживали в свое время. И у нас очень богатая культура, и писатели, и поэты, и композиторы. То есть, если мы не будем говорить на татарском языке, то это все уйдет. Получается, пропадет просто. И огромный культурный слой, он исчезнет, я так думаю.
Я считаю, что многие недовольны жизнью России и за границу уезжают жить. А для того, чтобы либо жить, либо работать за границей, нужен английский язык. То есть, если ты знаешь татарский язык, то это хорошо, но только для Татарстана. И поэтому молодежи более интересен английский язык. И видят в нем возможность через него учиться, работать за границей. Я считаю, что татарские школы должны остаться в том количестве, в котором они есть. И закрывать это, убивать свою нацию, скажем так. Мне кажется, что правительство Республики Татарстан пытается сэкономить деньги. И эти деньги перекинуть на какие-то другие объекты. Например, Кубок Конфедерации по футболу. Это же огромные деньги, огромные миллиарды рублей заложены. Вместо того, чтобы поддержать свою культуру, мы занимаемся тут поддержанием культуры, приемом иностранцев, популяризацией. Если честно, я это не понимаю. Многие говорят, вот Казань становится красивой там и так далее. У каждого должен быть разумный предел. Универсиаду провели, чемпионат по плаванию провели, сейчас еще что-то проведем, потом еще что-то. И как-то вот это вот оптимизировать начинается закрытие школ. Это первый момент. Второй момент, как мне кажется, что правительство Республики Татарстан, надеюсь, меня за это не это, пытается понравиться Путину, понравиться центральному нашему правительству. Ой, да кому нужен этот ваш татарский язык? Вы вообще о чем говорите? Олга қойткаш, әби бабай белән сөйләшергә генә кирәк бит инде ул. И все. Казанга килгәч, все равно начинаешь болтать на русском. Вот я, например, с подругой тоже на русском разговариваю. Хотя мы обе татарки. Да и в кинотеатры мы ходим, смотрим русские фильмы. А потому что татарских фильмов-то у нас в принципе нет. Что нам смотреть-то? Вот вы говорите, что по численности населения татары в России на втором месте. Нас много. И что? Какой в этом смысл, если половина этих ваших татар не разговаривает на своем родном языке? Они его просто не знают. Да мы даже в школе татарский язык изучали на русском. Да, у нас потому что в классе большинство детей просто элементарно не понимали татарского языка. И преподавательница, она просто обязана была объяснять нам всю терминологию на русском языке. Вот вам и ваш татарский язык. Так что мне кажется, что в будущем уже татарского языка, татарского народа, культуры, традиций уже не будет. Это просто вопрос времени. Вот и все. Мен балакай шақта әйбәт біләйдім инде татар телен. Аннары инде мине мәктәптә дә инде, садикта да инде икенчеләп русча өйрәтә башладылар инде. Татар телен бетерә инде ул. Ну, менә шуңа күрә инде бик әйбәт белмим инде мин хәзер татар телен. Ну, хәзер инде әтәйләр, әби бабайлар уйлыйлар инде. Балаларга татар теле кирәк түгел дип, аларга инде рус теле кирәк дип күбрәк шуңа өйрәтмиләр инде балаларны татар теленә. Ну, ярамый инде ул алай. Начар инде.
Beri indi o. Bir babalar şunda gitti indi Hazreti Endiler indi. Nişadesin indi. Min özüm. Men maktabda roz gruppasında okudum. Azrak bizga grammatik öğrettiler indiler de. Bilmegen sözlerini ayttılar indi. Buni şulay indi kerak bo'ldi indi men tatar tili maktabda indi. Mening o'zimning endi maqsadim bor. Abad ettirib, shista ettirib, ulanirga endi tatar tili. Menga kerak bo'lgan kishilar bilan aralashishga kerak bo'lgan edi menga. Balalarim da endi mening abad yondashiklarim endi tatar tili. Ularga da aralashishga endi abad bo'lar edi endi. Men yo'lga chiqqanda endi kishining ko'zidan qarasam endi ko'rinsa endi u tatar kishisi ekan. Men ondan tatarcha so'rayman endi. Ko'rinmasa endi boshdan ruscha aytasan endi, anlari ikkinchilab tatarcha aytsa endi sen de tatarcha aytib ketaman endi. Nechig aytar endi u tatarcha ruskachasi bo'lsa endi. Mana shulay endi. Men Abdullah Tukay'ını bilemeyin de iyi. Şuraya. Şu günadır indi. Көп eserler barından. Birinin indi hazır köpesini unuttum indi. Bizden Abdullah Tukay bir büyük şagir indi. Ballarını da okuttu indi o mekteplerde. Onun eserleri indi. Bunlarsa rahmat indi Tukay'a. Я не считаю, что проблема татарского языка и его сохранения настолько глобальна, чем у остальных языковых групп. Так как вот в Мария, вот там не все очень хорошо с языком. Потому что чуваши, они также активно сохраняют язык, как и мы. Разговаривают, поют, есть театр, есть какая-то своя литература. Это же очень комплексный процесс сохранения языка. А вот в Мария, там есть национальный театр, и туда практически никто не ходит. Не потому что неинтересны у них постановки, а потому что вот идет именно проблема языка. Ну, я считаю, что у нас в республике все довольно-таки прилично. Но это если смотреть с такой государственной точки зрения, такой глобальной. Мне кажется, все, что можно, делается. Что касается меня, да, я столкнулась с этой проблемой и хочу открыто сказать, что в этом виноваты сами татары, которые агрессивно настроены на тех, кто не в той частоте знает этот язык. Когда я, казанская девушка, коренная татарка, в 5 корнях, что происходит со мной? Да, я знаю язык, пока я учусь в школе, пока учусь в университете, пока живу с бабушкой, с родителями, он сохраняется на таком бытовом уровне. А когда я понимаю, что он мне нужен, наверное, тогда, когда я осознаю, что во мне сидит много национального. Есть какие-то определенные традиции, корни. У меня в семье довольно-таки строгие правила. Мое все окружение хорошо разговаривает на татарском языке. И я тоже хочу говорить комфортно на нем. А вот при том, что вот, знаете, понимаю я очень даже хорошо, читаю я просто прекрасно и спектакли смотрю без наушников. А так комфортно говорить не могу, а на английском могу. Почему? Я объясню. Когда я в своей любимой сфере искусства начинаю говорить на татарском языке с теми же актерами театра,
преподавателями, писателями. Я говорю нечисто. И они начинают посмеиваться надо мной. Я это вижу, я это чувствую. А когда я говорю со студентами, я говорю чисто, потому что они не смеются надо мной, а поддерживают меня. Также, когда я приезжаю в европейскую страну, я начинаю говорить на английском языке. Хотя английский язык у меня менее чист, чем татарский. Но никто надо мной не смеется. Они, наоборот, рады слышать меня и только поддерживают. А тут, получается, я должна знать татарский язык? А если так сложились обстоятельства, а если я хочу знать, но вы мне не даете ту поддержку, что происходит? Я закрываюсь и начинаю говорить только с теми, кто меня поддерживает, помогает мне, и вот не усмехается вот со своей высокой колокольни, мәңгілік традициялары, Здесь не должна быть такая агрессивная политика, к сожалению, присущая татарам, которые там я за нацию, за культуру, за язык. Вы дайте чуть-чуть свободы, расположите к языку. И тут я возвращаюсь к проблеме изучения татарского языка в школе. Я не скрою, мне нужен этот язык, потому что мне надо вручать благодарственные письма со сцены, разговаривать со студентами, потому что вот у меня есть многие курсы татарские, которые они плохо знают русский язык. И я занимаюсь педагогом. И вот мой преподаватель, когда мне принес учебник татарского языка, я открыла его, и это ужас. Вы возьмите учебник татарского языка и английского языка и сравните его. По какому учебнику вам будет интереснее заниматься? Учебник татарского языка, они ужасно сконструированы, непонятны, некрасивые. А учебник по английскому языку, там все понятно, просто и красочно. Но в этом же тоже есть какой-то свой существенный момент, проблема. Я, конечно, хочу, чтобы мои дети знали татарский язык. Они алаберса будут знать. Но на данном этапе жизни я сталкиваюсь именно с такими проблемами. Стимул. Стимул должен быть внутри себя. Каждый человек должен осознать, что ему этот язык нужен. Смотрите, почему люди изучают английский, а почему испанский? Английский, потому что это надо, а испанский, потому что это модно. Так может надо сделать так, чтобы и татарский был модным. Потому что я знаю разные молодежные движения, как, например, Салят или Шатрахимба делают очень много проектов на эту тему. Может надо сделать так, еще больше популяризировать это все, но только по-мягкому, по-доброму, а не так, вбивая в сердце, я там за нацию, за культуру, за язык. Потому что я могу сказать, что я татарка и не знаю языка. И не важно, какой я нации и религии. И я настолько его люблю, что считаю, что дети мои также должны на нем разговаривать, и поэтому я себе мысли еще татарина. В будущем, конечно же, есть у татарского языка, потому что есть люди, которые на нем разговаривают. Несмотря на то, что в последнее время даже татары становятся обусевшими татарами, но все равно есть люди, которые чтят его, любят его, разговаривают на нем и стараются сделать так, чтобы татарский язык переходил и дальше. И я думаю, что он ни в коем случае не умрет, и я считаю, что он должен быть, потому что это единственный язык, сам по себе красивый, уникальный, мелодичный и очень мягкий по звучанию. Если честно, я сейчас сама очень редко разговариваю на татарском языке, потому что понимаю, из-за моего редкого произношения не очень хорошо получится. Что бы я сделала, если бы увидела татарин? Я бы, наверное,
во-первых, я была бы в шоке. Во-вторых, я, наверное, поблагодарила его за тот вклад, за то, что он сделал, ну, не знаю, поклонилась ему. Потому что это такой великий человек, несмотря на все трудности в его жизни, человек, который явился, является, можно сказать, такой искоркой именно в истории татарского языка и литературы. Ничего. И зачем ты меня позвал? Серьезно, ради этого что? Ну я думал, что-то серьезного порешаем. Почему говоришь? Почему? Да потому что неприлично разговаривать на татарском языке в присутствии других людей, которые его не понимают. Чё? Глубоко, говоришь, погрузиться в эту проблему? Блин, ну, я не знаю, я же не философ. Не, ну, по сути, да? По сути, ты красавчик. За то, что переживаешь за свой народ, за свою традицию, да? Но запомни, брат, татары это сила, это братство, это единое целое. Вот мой батя, да? Царство небесное. Ну, знаешь, деревенский парнишка, в деревне вырос. Учился в деревенской татарской школе. Друзья, одноклассники все были татары. А потом переехал в город, поступил в институт, а там уже все. Друзья практически все русские. Обучение все на русском. Даже когда пацаны с пацанами решали вопрос, он был не в теме. И тогда он поставил себе цель выучить русский язык. И он это сделал. А вот моя учительница, да? Моя учительница Зульфира Митхатовна, ну классная такая учительница. Всегда говорила мне такие хорошие, такие качественные слова. То, что татарин за километр видит. И по сути она истину глаголит. Например, ты едешь в автобусе, и тебя со стороны просто обзывали чеплашкой. Что за дурацкий язык? Не, ну смешно же, конечно, когда слышишь со стороны чеплашка. Вот я помню, это было прям такое обзывательство для татар. И мы стеснялись, и папа, когда поступал, он не знал русского языка, и ему было очень тяжело. Ну, это как бы и акцент, а вы же понимаете, когда у человека акцент, это всегда смешно. Ну, да, и смеялись как бы. Помню, папа сказал, я не хотел, чтобы над вами смеялись так же, как и надо мной. И поэтому выработался как бы внутренний диссонанс, и даже людей начали переименовывать. Гелимхан, он был Геной. Я только в 12 лет узнала, что у папы есть второе имя Гелимхан. Ну, да, я как бы не знала. И вот у папы братья Габдулхан, Гелимхан, Габдрауф, и все они Гены. И все они на русском Геннадий Хадиевич. Я всегда думала, почему именно так? В основном, я не разговариваю на татарском. Да, у меня есть акцент, и я считаю, что именно из-за этого, как правило. Почему мы говорим на английском? Потому что внутри дискомфорт, вообще не буду сказал, у тебя акцент, и смешно. Ну, да, так бывает часто. У меня, например, из-за этого. Я как бы больше на русском говорю, и есть что-то, ну, боязнь что-то неправильно сказать. Вот я тебе 100% говорю, что у многих татар, русскоговорящих, это боязнь сказать что-то на татарском. Ты знаешь,
как сестра моя говорит, ну, я у нее спрашиваю, ты будешь учить своих детей татарскому языку? Она, знаешь, если захотят, сами научиться смогут. В принципе, языку можно научиться. Я сама научилась английскому языку. Я считаю проблему в обществе. То есть многие люди не смогут ответить на этот вопрос, какой бы там человек ни был. Наш государственный политик беспокоится, то есть наш государственный политик старается, как по крайней мере, работать вот в этой среде. А вот знаешь, о чем я еще подумала? Мы не все с вами говорим на татарском. Между собой вы болтаете на русском, везде вы разговариваете на русском и сами же кричите о том, что нужно сохранять татарский язык. Я считаю, у нас вообще нет проблем с татарским языком. Оглянитесь, у нас вообще нет проблем с татарским языком. Для сравнения, в Башкирской республике люди обращаются в прокуратуру, родители обращаются в прокуратуру для того, чтобы их дети не учили башкирский язык. У нас это тоже проблема. Нас заставляют русских детей учить татарский. Зачем, я не понимаю. Просто у меня подруга, да, и она русская говорит: Алсу, сделай домашнее задание. Домашнее задание очень сложно, человек не понимает вообще. Этот вопрос очень важный. Например, возьмем английский язык. Все то же самое, но вы ничего не поймете, ничего вообще. Как английский язык для русского, как и татарский. Откуда он должен понимать это все? Возьмем того ребенка, который мне делал домашнее задание. Задание довольно-таки для 6 класса русской девочки. Зачем ей это все? Эти целые тексты, она должна придумывать предложения. То есть нету. Это самое главное. Нету системы обучения нормальной. То есть русские дети не знают, что делать на уроках татарского языка. То есть тут нужно поднимать вопрос о необходимости татарского языка в тех часах, которые занимаются в неделю. Но вот для нас с вами зачем нужен национальный язык? Ну, разговариваешь на татарском, и что? Вот тебе зачем нужен татарский язык? Я всегда и везде, это я тебе 100% говорю, что я буду представляться татаркой. Хоть я в Токио буду, хоть где я буду представляться татаркой. А вот есть такие люди, которые знают татарский язык, но не представляются татарами. А это еще хуже, чем не знать его вообще. Я считаю, ты можешь не знать татарский язык, но ты должен знать традиции, истории и откуда вообще произошел. Как говорил Гитлер, заберите у народа историю, и через поколение оно превратится в толпу. Это 100% так. Если ты не будешь знать историю, вот вы сейчас не понимаете моих слов, поверьте мне. Вот ты не будешь знать, другие не будут знать, кто ты такой и откуда вообще, да? Ну, вы тоже тут сидите, татар рассуждаете. Сейчас много таких, например, Рахимбай. Но молодежь, как мне кажется, которая идет за ними, не понимает, кто такие татары и откуда они вообще появились. Ну вот вы знаете, откуда они пришли? Нет. А почему? Почему вы не задавались этим вопросом? Вам не интересно, откуда это слово «татары»? Кто его придумал? Так и есть. На такие вопросы ты просто так не ответишь, если не будешь глубоко копать. Итогом всем сказанным, главное в душе быть татарином, знать традиции, история, а остальное таки не важно. Все у нас впереди. Ну, конечно, если бы не он сейчас, не было бы такого, точнее, нечем было бы гордиться сейчас. Я не знаю. Я же говорю. В общем, весь пакет документов отправь мне на почту. Давай.
50-летнему периоду правления советской власти татарский язык подвергся гонениям и очень сильным. Я тебе скажу, что даже была целая программа, когда во времена СССР людям, грубо говоря, насаживали русский язык, тем самым искореняли языки малых народов. Татарский, чувашский, мордовский. Заметьте, эти языки почти сошли на нет. Я уже молчу там про чукчей, Ямало-Ненецкий автономный округ, то есть ямальцев, ненецев. Их осталось всего единицы. Они все обрусели. Поэтому не скажу, что нет опасности в исчезновении татарского языка. Опасность есть, потому что система коммуникации и инфраструктуры выстроена так, что нет предпосылок к изучению татарского. А народ сейчас живет так, что все свои средства, возможности, в том числе и развитие детей, вкладывают именно в то, что может им пригодиться в будущем. Вот. Поэтому, чтобы татарский язык стал конкурентоспособным, нам нужно правильно выстраивать взаимоотношения с другими странами и строить свои институты, чтобы, например, свободно общаться с турками. Да, возможно, нас обвинят в экстремизме, скажут, что мы отвернулись от России. Но если Россия не поворачивается к нам, если она искусственно насаживает нам свои институты, вот нафига нам это ЕГЭ? Мне кажется, у нас в Татарстане могла быть своя система образования. Поэтому акцент на развитие татарского языка нужно делать обязательно. Иначе, если он выродится, мы все станем чисто русскоговорящими. Вот как в Москве есть татары. Фамилия, имя, отчество русское, а корни татарские. Ну как это так? Нет. Своих детей я учу только русскому. Татарскому их учат давати и давани. Более того, к своему стыду я могу сказать, что английским я владею гораздо лучше, чем татарским. Ну, в принципе, я им и не владею, потому что он мне не нужен в нынешней жизни. Ну а зачем он нужен? С бабушкой и дедушкой общаться? Произведение Тукая? Вот. И Тугандель, и Матурдель. Кемен кемнин дели. Правильно, да? Вот. Еще. Шурале я знаю. Вот. Но вообще я не читаю художественную литературу. Ни русскую, ни татарскую. Мне больше интересуют книги по бизнесу. То есть развивающие. А что ему сказать? Тукая. Я помню, когда изучал его, мне было сильно обидно, что его выгоняли на мороз с голыми ногами. Но вообще я не задумался на эту тему, поэтому как тяжело. А что ему сказать? Неужели, когда выходил, там не было валенок или еще что-нибудь надеть? Потому что я понимаю, что именно из-за этого он умер в таком раннем возрасте. И вот это и обидно. Потому что по уровню своего таланта он круче, чем Пушкин. Все?
de şu cevaba bakayım. Elbette yine benim de uylamanım var bunun gibi. Hem bana bir fikir geliyor. Kukine Tatarlar talant var, akıllı tatarlar. Onlar Barbar üzerinin Tatarstanlarından koşup gider. Onlarga senin Tatarstan'ın da, senin Tatar dilinde kuşağıma da kiyer. Onlar ona birer nerse işliyor. Birer nerse meşhur ederler. В конце до концов становится всемирно успешным, например. Ну, нет, конечно же, нельзя сказать, что татарский язык совсем пропадает. Нет, конечно. Mesela, Boritelov. Unuttum ismini hazır. Min Tatarca söyleşem. Eğer min Tatarca söyleşem bitiriyor. No, demek bu git kimgadir, min gider fayda gider. Demek kimgadir, o kirek. Min hazır üzümden mühimleyken, hiç de üzümden yok. Mena Tatarca'da kirek. Eyyum mena kirek bir de Ediyeni bilen söyleşirken. Ağda Edi babayı bilen söyleşirken mena kirek. Lakin, minin Tatar dilinde min gider bir sur iş işlegenim yok. Hem kirek şekli de işler müzik kullanıyor. Bu hayran hepsini bekleyin. Что за вопрос подвох? Вы меня нәрсәне бекітіп тұқайым. Yok, шылапта білмейм. Білесің бе мен? Тұқайдың неше гидіп сөйлешкенін қарайым. Неше гидіп татарша сөйлешкенін түгіл, неше бұл сөйлешіп, оның манера речи, неше бұл өзін өзі тұтар. Hem bilesin mi min? Tukay'ın üzerine parayım. Hayır, Tukay'ın üzerine parayım. Hem belki şu vakitte benim ona parada birini bizde olduğunu bana hakir. Мне нравится татарский язык. Меня он раздражает. Вот, например, едешь в автобусе и то, как озвучивают установку. Это вообще жесть. Килясы тут талыши. Это кто так делает? Или, например, идешь по улице, знаете, и вот компания какая-нибудь, и так громко говорят на татарском языке. Это некрасиво. Мне это не нравится, меня это раздражает. Да, это так. Честно говоря, мне даже нравится быть татаркой. Я горжусь тем, что это так. Но в любом случае мы не выбираем, кем нам родиться, где нам родиться и каких родителей. Было бы классно, что у нас был выбор. Нет, но... Я знаю, что это.
так получалось, что в детстве мы очень часто приезжали к Альбике и бабайке, и они не понимали русский язык, мы не понимали татарский язык. Это было так смешно, и нам как-то приходилось понимать друг друга. И вот ты знаешь, в детстве детский мозг настолько быстро усваивает информацию, что уже к концу лета мы знали татарский язык, мы понимали, мы могли говорить на нем спокойно. Удивительно. Но родители сами говорили на русском языке дома. И я даже благодарна за это. Потому что если бы они говорили с нами еще и на татарском, и у нас был вот этот вот жуткий акцент, вообще ко мне не закидали. Потому что в то время татаров не любили. Вообще, мы должны понимать, что мы понимаем под знанием языка. Слушай, ведь существует определенный уровень. На самом высоком уровне, мне кажется, мне многие говорят, и это касается не только татарского языка, это касается любого другого языка. Я не думаю, я не считаю, что каждый татарин обязан знать свой родной язык. Нет. Вот, например, мне татарский язык не нужен. Я не применяю его в своей жизни. Зачем он мне нужен? Вот интересно, вот вы все говорите, надо знать татарский язык, надо учить татарский язык. Что с того? Жизнь лучше станет. Вот у тебя жизнь от этого лучше станет. Тебе зарплату больше будут выдавать. Зачем? Что изменится? Ничего. Даже мы живем в Российской Федерации, мы все говорим на русском языке, мы все понимаем друг друга, ведь правда? Даже в самом вот в Татарстане, ты когда идешь устраиваться на работу, тебе же никто не говорит на татарском языке. Ой, нет! Все говорят на русском языке. Здравствуйте, вы пришли устраиваться на работу? Ну, это лично мое мнение. Я не считаю, еще раз говорю, то, что каждый татарин обязан знать свой родной язык. И мне лично не нужно. Лучше учить английский язык. Что пользу хочет увидеть? Right? Right? Это же танцор. Нет. Это татарский писатель. Точно. Шурале. Это же он написал Шурале, слушай, да? Это он. Нет. К сожалению, я не знаю других татарских поэтов. Все? Я ответила на все вопросы. Я могу идти.
Яципке. Ол ала табылынан, это как раз Мариятларынан, аларында хайван шкуркаларын эшкәртеп, аларны казанга сатканнар. Аннар яңа бистәдә аларны перерабатывать иткәннәр. Аннары вот Европага җибәргәннәр. Һәм бу дәү баган, ул казанга килгәч, ул монда просто эшләгән. Шунысы кызык, кайдан ул немецчә, алман телен белгән. Ну, Девани әйтә, просто өйрәнгән. А вот шунысы кызык, Девани делает и татарча белмәгән, өйрәнмәгән. Аларның дусларын сорасалар барнада, вот Линичка нәрсә ул рәхмәт. Бу җавап биргән, я не знаю. Линичка ул Деваниның дусты. Ул абсолютно точно белгән, әмма аңа уят булган. Линичканың әтисе НКВД офицеры. Мошыннан, то есть 30-нчы елларда шул урамнарда яшәгән кешеләр аларга татарча сөйләшергә уят булган. То есть без совет кешеләре безгә татарча сөйләшергә уят. Без яхшы сөйләшмибез, әмма татарча әйдәгән сөйләшәбез. Ни өчен мин рус егете татар телен өйрәндем. Ну, миңа мәктәптә әйттеләр өйрәнергә. Мин өйрәндем. Мен башта бер мәсьәләм, кара, миңа ике телдә проблемасы бик мөһим. Аеруча Казан мөхитендә, мин нәрсә эшлим? Мин хатлар язам, телдә организацияларга, комитет по торговле мәсәлән. Аннан хат килә, хатны алдык, киләсе елга моңа көч куйырбыз. Әмма эш авыр бара, җиңелрәк яңа ачылган кибетләр. Мәсәлән, лента. Мин аларга хат яздым. 3 ай алдан сезгә татарча такталар кирәк. Алар как раз дизайнерлар белән эшли башлады, шуңа күрә алар өчен бу авыр булмады. Хәзерге татарча такталар бар. Проблема ул законнар үтәлмәү, анда төрле лазейкалар булу. Мәсәлән, Свердловскка баручы Казан автобусларында татарча тукталышлар әйтелми. Мин хат яздым, алар әйтәләр, без белгән законнар буенча бу кирәк түгел. Һәм гадәттә әйтәләр, татар телен үстерү, ул татарча сөйләүчеләрдән, шул мөхиттә яшәүчеләрдән тора дип әйтәләр. Ләкин минемчә, мин үз фикеремне әйтим, ул татарча белмәүчеләрдән, русча сөйләүчеләрдән тора. Чөнки җиребез уртак һәм уртак җәмгыятьтә ниндидер уртак аралашуысы барлыкка кирәк. Ә безгә ниндидер тест сегрегациясе, ниндидер искусственный тест сегрегациясе кирәк. Әмма аны тырышырга кирәк. Гади кешегә каршы булыр. Шуңа күрә беренче әйбер, ул татар теленә карата үземлек булдыру. Чөнки беләсез кешеләр, ничә кеше татарча сөйләшсә, русскада, бер кеше әйтә, я не понимаю, говорить по-русски. Бөтен кеше русча пишсә, аралашып китә, аны шулай итеп бетә. Мин үземдә укытучы буларак шуны әйтә алам. Кечкенәдән үк татар теле минем туган телем дип килсәм дә, менә мәктәптә эшләү дәверендә мин шуңа инана киләм. Бүгенге балаларга үзләренең туган телләренең кирәклеген аңлату җиңел түгел. Һәм монда безнең аңлату гына җитми, аны аңлату бигрәк тә ата-анадан кирәк дип саныйм. Ата-ана аңлатсын өчен җәмгыятьнең безнең туган телебезнең кирәкле булуын белгертүче ал шартларын тудырып торырга кирәк дип саныйм. Бу әлбәттә оят инде, адәм хурлыгы. Менә үзебезнең Татарстаныбызда, менә үзебез кайда да туган тел, татар теле дип кычкырып докладлар укыйбыз, әйме? Ярый, минем бик кызып киттем ахрысы инде. Төнгә каршы башыңа да авыр булыр. Менә әлегә шундый фикерләр. Ярар, тагын хәбәрләшербез. Хәерле кичләр сезгә.
Шушы спектакльда, документаль спектакль Вербатинда ойнаган артистлар белән таныштырып үтәсебез килә. Әле таралышмагыз. Кайберләр аларның артистлар да түгел. Калып яңа буын җыены төркемендә интернетта без менә шундый документаль спектакльгә актерлар җыела дип игълан иткәч, төрле өлкәләрдән безгә егет һәм кызлар чыктылар. Һәм аларның кайберләре бүген спектакльдә дә уйнады. Радиф Кашапов, Собака Казань журналының баш мөхәррире. Гүзәл Гыймадиева, Ислам университеты студенты. Гөлназ Гыймадиева, фотограф. Һәм инде башкалар барысы да театр училищесының 2-нче курс студентлары. Илдар Хайруллин һәм Марсель Махмутов курсы. Әйдәгез аларны сәламлыйк. Рәшид Вәлиуллин, Адилә Салихова, Рузи Минелаев, бизнесмен безнең, Илнур Зиннатуллин, Әдилә Сибгатуллина, Эдуард Никитин, Гөлсия Шихапова, Елизавета Куркина, Наиля Ханнанова һәм Сөйбикә Матурова. Тагын бер кызыбызны онытканбыз, һәм аны оныту бик ярамас. Гөлүсә Раупова, чөнки ул Академия правосудия студенты, Россия Гадел Хөкем университетының 4-нче курс студенты шулай Калиб аша безгә килде. Инде бүгенге менә шушы музыканы күрәсездер, ул колакта яңгырап тора инде безнең 2 ай репетицияларда да. Казан дәүләт консерватория студенты, аның премьерасы бүген Зөлфәт Вәлиуллин. Әйдәгез аны алкышлыйк, ул бүген без тавыш операторы буларак калдырды. Зөлфәт, сәхнәгә рәхмәт. Бу егетне күреп калыгыз. Зөлфәт Вәлиуллин. Калып яңа буын җыены исеменә рәхмәт хаты. Спектакльнең идея авторы дияргә кирәк. Мин аның бер эшенә дә кысылмадым, кысыла башлаган идем, яратмаганын аңладым, чөнки чын режиссер шулай булырга тиештер. Кайчандыр Әлмәт театрында актриса булган, шулай ук режиссер булган. Һәм инде бүген менә шушы яшьләрне туплап, инде без химиклар мәдәният сараенда да чыгыш ясаган идек. Туплый алып, аларны кызыксындырып, эшләтеп, һәм инде бүгенге көндә шундый эшкә дәртле булып, бәлки инде Татарда да документаль театр булырга тиеш дигән идея белән йөрүче Нәфисә Исмәгыйлова. Нәфисә тормышка ашсын үзенең хыялларын. Хәерле кич барыгызга да. Беренче рәхмәт әйтеп үтәс килә барлык катнашучылар исеменнән шушы залларга җыелганыгыз өчен. Барыгызга да түбән баш иябез. Һәм икенчедән рәхмәт әйтеп үтәс килә барлык катнашучылар исеменнән безне җыйган, безне туплаган, безгә шушы залларда чыгыш ясарга мөмкинлек биргән Гүзәл апа Сәгыйтова белән Нәфисә Исмәгыйлова сезгә әле бүгеннән безнең рәхмәт сезләр булып сезгә ирешсеннәр. Сезгә бик зур рәхмәт. Без инде монда күбез театр училищесы студентлары булсак та, без инде хәзер үзебезгә төпләп сүз бирдек сезнең белән Калиб буыны җыены белән бергә булырга, нинди генә проект ясасагыз да без сезнең белән бергә булачакбыз. Рәхмәт сезгә.